Всем привет! Меня зовут Вероника, и я буду рассказывать вам про Burning Man. Это первое видео, которое посвящено билетам, транспорту, навигации на фестивале, погода, связь на фестивале, также тайминг, что в какой день там происходит. Для начала расскажу, кто я. Я живу в городе Сиэтле. В 2016 году был первый мой Burn. При этом мой прекрасный любимый человек, у него в 2016 году был девятый Бёрн. И более того, он работает на сам фестиваль в той его части, которая поставляет лед на фестивале. Соответственно, все мои видео будут комбинацией опыта серьезного бёрнера и опыта first таймера, как говорят, или Virgin на Burning Man с прошлого года. Начнем с билетов. Билеты, распродажа общая была где-то месяц назад. Поздравляю всех, кто успел купить себе билетик, себе и для машины. Для тех, кому билетов не досталось, хочу уверить вас, что 100% вам что-нибудь достанется, если вы 100% решили ехать. В том году я купила себе билет в июле в российском интернете, потому что весь англоязычный интернет не был ко мне благосклонен. Я обратилась к нашему контакту, к тематическим группам внутри, и там нашла 3 предложения на 700, 900 и $1200. В том году билет стоил 395 без налогов. Соответственно, по экономическим причинам я решила договариваться с молодым человеком за 700, и ему огромное спасибо, что он продал мне билет своего друга. Более того, для него этот Бёрн был тоже первый в том году, и он после фестиваля вернулся ко мне и сказал, что навариваться на билетах это нехорошо, это не по-бёрнерски, и вернул мне разницу. Ваня, огромный тебе привет, и я вас призываю всех, если у вас есть лишние билеты, не наваривайтесь на них, пожалуйста, продавайте за номинал. Это по-правильному, это true и по-бёрнерски. Вот. С остальными предложениями было интересно, потому что люди мне предлагали физический билет, который должен был мне пересылаться как-то по почте в виде бумаги. На самом деле это большой развод, потому что все билеты вы физически получаете только на Плае, только на фестивале, в месте, которое называется бокс-офис. Физически это выглядит как два вагончика, слепленные воедино, как касса. И вы туда подходите, показываете свой паспорт или ID, и вам на ваше имя выписанный билет выдают физически, бумажный. Ничего выслано по почте быть не может, бумажкой, я имею в виду. Билеты продаются по системе Will Call. И если вы покупаете у перекупщика, ваш билет должен быть переведен внутри сайта Burning Man, переслан вам как другу, и, соответственно, вы человеку, у которого вы покупаете билет, должны будете отправить деньги каким-либо образом, как вы договоритесь. Соответственно, будьте с этим аккуратны, обязательно вписывайте свою фамилию правильно, потому что ваш билет будет сверен с вашим ID и только после этого выдан. Не отчаивайтесь, 100% вы его найдете. Бывает такое, что билеты появляются прям за день-два до начала фестиваля, потому что понятно, что есть некоторые люди, которые отваливаются в последний момент, и им нужно билет куда-то отдать, продать или куда-то его деть. Ищите, ждите, 100% вам улыбнется удача. Транспорт на фестивале. Физически фестиваль находится в штате Невада. Достаточно заброшенное место. Ближайший аэропорт — это город Рино, насколько я знаю. От Рино нужно ехать, по-моему, там часа 2 в лучшем случае, может быть 3, если это без пробок. То есть вам в любом случае нужна будет либо машина, либо еще что-то. Под еще чем-то может пониматься дом на колесах. В Америке это называется RV, который можно арендовать точно так же, как и машину. Я вам очень рекомендую, независимо от того, есть у вас билет уже или нет,
озадачиться арендой машины или RV, потому что, как правило, вся аренда транспорта происходит за год до. То есть люди фрахтуют машины себе, арендуют их, резервируют очень сильно заранее. Сейчас апрель 2017 года, и я вас уверяю, что цены уже подросли у всех компаний, которые находятся в Неваде или в Калифорнии, или в близлежащих штатах, потому что все знают о том, что такое Burning Man, каким образом туда нужно добираться и так далее. При любой аренде машины вам нужно с открытым забралом идти к людям, у которых вы арендуете, и говорить о том, что вы едете на фестиваль, потому что вам нужна будет профессиональная химическая чистка после, потому что пыль будет везде, то есть, ну, как бы физически ее вытереть будет невозможно, поэтому вам нужно при аренде машины сразу задумываться о том, что чистка вам понадобится. Я вам рекомендую посмотреть в сторону сайтов Craigslist для того, чтобы поискать обычных американцев, которые могут сдать в аренду свой дом на колесах или машину, потому что компании, которые занимаются арендой машин, у них цены дороже. Как добираться до фестиваля? Фестиваль находится в пустыне в штате Невада, как я уже говорила. Рядом находится маленький городок под названием Герлок. Насколько я знаю, там живет чуть ли не до 1000 человек. И все городочки, которые по пути, они достаточно маленькие. То есть дорога, которая ведет к пустыне, к фестивалю, она двухполосная, в одну и в другую сторону. Соответственно, будьте готовы к тому, что вы будете стоять в очень сильной пробке. И начнете стоять в пробке сильно до фестиваля, то есть прям на подъездах. Потому что 70 тысяч человек въезжают в одно и то же время, ворота работают 24 часа вместе с бокс-офисом, все вас примут, просто вопрос в том, что это будет происходить очень медленно. Вам надо будет подготовиться к тому, что вы проведете сильно много времени в машине. Вы будете стоять в пробке на подъезде к пустыне, в пустыне вы будете стоять в пробке. Пустыня разделена волонтерами на полосы, разделенные друг от друга различными либо флажками, либо конусами, и вас построят в линии, и вы будете очень медленно ехать. В лучшем случае вы будете ехать с максимальной скоростью для фестиваля, это 5 или 10 миль в час, я точно не помню. Все полосы сходятся в одну, потом опять расходятся. Это сделано для того, чтобы все подольше постояли в очереди машинами, а не в очереди рядом с бокс-офисом. Рядом с бокс-офисом вы точно так же будете стоять в очереди. Это сильно долгое мероприятие. Мы в том году, так как у меня мой любимый человек работает на фестиваль, мы приезжаем раньше и уезжаем позже. То есть у нас не было очередей, но при этом мы стояли в бокс-офисе где-то час. Заложите на бокс-офис минимум 2 часа. Если вам сильно повезет, это будет 2 часа, потому что у нас без очередей, там, с 5 людьми перед нами, это был час. Соответственно, после бокс-офиса вы обратно садитесь в машину и опять становитесь в очередь, потому что вам нужно пройти security-досмотр. Фестиваль следит за тем, чтобы в машинах, которые едут на фестиваль, не проезжало большее количество людей, чем купило билет. Соответственно, они будут осматривать ваш дом на колесах или машину, если она большая, на предмет того, что мало ли, может быть, там кто-то спрятался. Соответственно, вам нужно будет этим людям показать ваш билет на машину и на себя, на количество людей, которые находятся в машине. Они ваши билетики обилетят. Вот таким вот образом выглядит билет, когда вы его получите в бокс-офисе. Это билет из прошлого года. Вот здесь вот корешок есть, вот здесь вот корешка нет. Собственно, для тех, кому интересно, как работает фестиваль, вот здесь вот сейчас
кверх-тормашками пропечатано. Вот здесь вот стоимость билета. Вот это вот, ну, если став хочет получить себе билет, то вот здесь вот помечается, что это билетик, который у стафа включен в их пребывание. Ну, то есть, если они хотят себе на память его оставить. Собственно, вот таким вот образом вы будете держать свой билет, там, я не знаю, может быть, минут 30, если повезет. И вот потом вот такую штуку можно будет оставить себе на память. Собственно, после людей, которые осмотрят ваш RV, вы начинаете ехать в сторону самого фестиваля, территории фестиваля, где вас встретят гритеры, приветствующие волонтеры. Эти приветствующие волонтеры скажут вам welcome home и спросят, есть ли у вас в машине тот, кто едет на фестиваль в первый раз. На фестивале очень любят девственников, Burning Man Virgins, потому что все хотят делиться и показывать прелесть фестиваля с теми людьми, которые ни разу этот фестиваль не видели. И это начнется уже с первых ваших минут после фразы «Welcome home». Человек попросит вас выйти из машины, обнимет вас, потому что на Burning Man все обнимаются, и это приветствие, принятое на фестивале. И попросит, если будет достаточно времени, если там очередь не очень большая, если там вы в состоянии, попросит вас сделать Playa Angel. То есть вам надо будет лечь прям в пустыню и сначала спиной и потом животом повозюкаться в пыли, чтобы понять, что от пыли вы в ближайшую неделю никуда не денетесь. Потом вам дадут какую-то штуку, чтобы вы постучали в колокол и что-нибудь прокричали типа «Ура!» или «Ей!» или там «Наконец-то я здесь!» и так далее. То есть это такое радостное приветствие вас, как человека, который в первый раз попал на фестиваль. Независимо от того, есть ли у вас в машине люди, которые едут в первый раз или нет, каждый человек, который находится в машине, получит вот такую книжку с вкладышами, которая называется где, что, где, когда. Это книжка 13-го года. У нас по понятным причинам очень много всякого, что хранится от фестиваля, поэтому 13-й год, не пугайтесь. Принцип тот же. В 16-м году это выглядело ровно точно так же. Давайте ее разберем. Собственно, сама книжка, по названию понятно, что здесь список представлений, ивентов, лекций, перформансов, еды, не знаю, каких-то духовных практик или каких-то мероприятий типа дискотек перечислены. Дальше открываем книжку, и что мы видим? Black Rock City, Невада. Это карта фестиваля вместе с обозначением лагерей. Дальше очень важная брошюрка, которая выглядит в каждом году по-разному, но называется одинаково. Каким образом Clarity and Consent on the Playa. Это про секс на плае, каким образом себя вести с теми людьми, которые кажутся вам, что призывают вас к сексу, или если вы хотите ходить голым, типа, как вы должны себя вести. Например, мы попозже об этом в специальном ролике поговорим. Дальше. Фестиваль нацелен на то, чтобы вы привозили и увозили свой мусор с собой. И в этом пакете документов вам дастся вот такая штука. Она может быть повешена на стекло автомобиля, либо где-то сохранена, которая вам покажет, где можно будет утилизировать все то, что вы на фестивале себе намусорили в мусорные мешки. Есть, иногда бывает, иногда нет
такая брошюрка с подсказками, что типа вам пригодится в пустыне, где что делать, какие правила. Но по сути такая брошюрка, она нафиг не нужна уже на фестивале, потому что вы не сможете сделать с тем, что ничего не сможете сделать с тем, что если вы приехали, а у вас нету маски, например, а здесь это написано. Ну, то есть понятно, что толку от этого мало. Сзади книжки есть легенда, может быть, она будет впереди, но как бы фишка в том, что есть легенда Index of Categories, каким образом ну, читать книжечку и этими категориями помечены все мероприятия внутри. Здесь, соответственно, мероприятия могут быть для взрослых, там сожжение чего-нибудь, еда, какие-нибудь игры, перформанс, церемонии там, или еще что-то. Все это написано, можно почитать. Соответственно, книжка сама разделена на, если будет видно, не знаю, по цвету разная, разделена на one-time events и all week repeating events. Собственно, на любом мероприятии можно увидеть, во сколько, когда, до каких часов, как называется лагерь, в котором все происходит, и какого рода мероприятия, да, там посмотреть, поиграть для взрослых. Ну, собственно, разберетесь. Обычно эти книжки никто не смотрит, потому что вам выдают это все на въезде. И понятно, что вам не до книжки, а надо выбирать место для лагеря или искать свой лагерь. И эти книжки обычно закидываются куда-то в машину и открываются уже на обратном пути. Когда вы смотрите, думаете, черт, столько всего пропущено, и надо посмотреть. Надо было посмотреть, может быть, в следующем году посмотрим. Вот. Поэтому обратите на эту книжку внимание, она вам поможет. Собственно, навигация на фестивале. Что, куда ехать и куда бежать. Навигация на фестивале достаточно простая. Открываю карту 2013 года. Но все фестивали всегда построены по единому принципу. Вся навигация. Собственно, представляем, что это большие часы. 12 часов, 3 часа, 6 часов и 9 часов. В центре часов находится человек, на 6 часах находится центральный лагерь, на 9 часах и 3 часах находятся плазы, так называемые. Это достаточно большие, свободные от лагерей места, где там может как бы что-то происходить. Например, там наш лагерь находится в плазе на 3 часах, соответственно, это вот здесь. Линии идут по алфавиту ABCD. Ей в зависимости от темы фестиваля каждый год буква А становится каким-нибудь словом на по теме фестиваля, буква Б становится каким-нибудь словом на букву Б по теме фестиваля и так далее. Соответственно, когда вам говорят о том, что я нахожусь, например, на 4:30 на Б, соответственно, это вот эта точка. Вам нужно найти 4:30, и вот эта точка есть. То, о чем вам говорят. Все эти ряды вместе как бы с часами, они все помечены. На каждом перекрестке есть указатель, где вы конкретно находитесь, какая-то буква, какая-то параллель. Единственное, что в конце фестиваля, где-то начиная, может быть, с четверга, все эти указатели начинают исчезать постепенно, потому что все люди, которые приезжают на Burning Man, хотят себе что-то оставить. И если вы считаете там свою палатку или еще что-то, в зависимости от того, что типа вот здесь был указатель на 8:15 и буква H, например, и там стояло 2 RV и одна палатка какая-то оранжевая, то я вам хочу сказать, что это
провал, потому что вы свои палатки не найдете в случае, если указатель унесли, а те два RV и палатка решил куда-то переехать или уехать раньше с фестиваля, такое тоже может быть. Люди уезжают раньше, чтобы не стоять в пробке на обратном пути, потому что ровно такую же пробку, как на въезде, вы встретите и на выезде. Собственно, в центральном лагере, в самом центре, живет стаф на фестивале, ну, фестиваля, потому что фестиваль должен как-то быть обслужен медиками, полицией, рейнджерами от фестиваля, всеми, кто, в принципе, поддерживает порядок и контроль. Вот, соответственно, есть продажа льда на фестивале, которая также происходит на 9, 3 и 6 часов, так что это стратегические достаточно места. По опыту Арктики, компании, организации, которая продает лед, люди, которые селятся на 3 часа, они более такие светлые, про йогу, про здоровое питание, про какие-то там солнечные практики или еще что-то. Люди, которые селятся на 9 часов, это скорее какие-то тусовки, дискотеки, безудержный 24-часовой угар. Соответственно, вы когда въезжаете на фестиваль, вы въезжаете снизу с 6 часов, вот отсюда вы поедете либо направо, это налево, либо налево, либо направо. Может быть такое, что вас волонтеры будут отправлять только налево или только направо. Вы можете уехать куда-то по указанному направлению, потом развернуться и поехать в ту сторону, которую вам нужно. Соответственно, вам надо будет прям на въезде решить, в какую сторону вы едете, где вам интереснее. Если вам интересно жить прям так, чтобы совсем было тихо, то на 6 часах недалеко, вот где-то вот в этом радиусе есть детский лагерь, который называется Kidsville, построен специально для тех бёрнеров, которые едут на фестиваль вместе со своими детьми. Соответственно, рядом с этим Kidsville есть техническая зона фестиваля, там, где находится столовая для людей, которые работают на фестивале. Соответственно, там нету никаких дискотек, вообще ничего. Соответственно, если вам интересно, чтобы у вас была тотальная тишина во время сна, имеет смысл ехать где-то вот в этот район, в районе 6 часов, и вставать рядом с лагерем Kidsville. Погода на фестивале. Погода на фестивале хорошая, солнечная, но бывают и дожди, кстати. Фестиваль находится в пустыне, и всем, кто был в пустыне, там, я не знаю, в Иордании или в Египте, категорическим откровением то, что вы увидите, не станет, потому что это ровно точно так же, как и было там. Днем жарко, ночью холодно, ветер, если находишься много на солнце и ветер, то не чувствуешь, что горишь, то есть нужно спреем себя мазать. Вот. Если как бы ночью холодно, то нужно спать под несколькими одеялами и так далее. Но, откровенно говоря, все то, что пишут бёрнеры, все, что я читала и чем делились со мной бёрнеры в том году, все не так страшно, как описывается. У нас в том году самый страшный жаркий день случился вне дней фестиваля. Мы приехали раньше, и, соответственно, у нас первый наш день был очень жарким, в районе 40 градусов, и мы не смогли в первый день устроить себе вентиляцию в нашем тенте, в нашей палатке, и поэтому нам было жарко и душно, мы очень сложно адаптировались. Вот, и самый холодный день случился через 2 дня после окончания фестиваля. В нашу последнюю ночь на Плае температура опустилась на 40 по Фаренгейту, это в районе 0 градусов по Цельсию, и было холодно, мы замерзли, то есть спали под 3 одеялами, и все равно было как-то не очень. Вот. В остальном
обычные правила безопасности в жару, мы об этом с вами еще поговорим. Ничего страшного в погоде нет. Самое страшное в пустыне, конкретно этой пустыне, это пыль. Потому что физически эта пустыня раньше была ам, раньше была дном доисторического озера, причем дном озера соленого. То есть там это не песок, а это пыль, которая похожа на гипс. Она, то есть это мелкий какой-то, ну, какая-то взвесь мелкая, при этом она соленая. То есть, эта штука въедается очень сильно в кожу, и, допустим, если вы поранились, порезались, то 100% забинтовываете палец или там лепите пластырь, потому что, заживать будет очень медленно, потому что все это дело въедается, кожа сохнет, и, как раз именно пыль является основным, а, основной причиной ваших неудобств, будет основной причиной ваших неудобств. А, Об этом же также, чуть подробнее поговорим в роликах про гигиену и про одежду. Связь, на фестивале связи мобильной, скорее всего, у вас не будет. Зависит от оператора, от, вашего мобильного. Но, в том году, когда без народу мы въезжали на фестиваль, у нас связь закончилась в районе бокс-офиса, и мобильная, и там интернетная, и все. После этого она вообще не появлялась, то есть даже смски не ходили. Будьте готовы к тому, что вы на фестивале будете без связи совсем. В зависимости от того, будете ли вы стоять в лагере или будете вы стоять отдельно от как бы ото всех. Если вы будете стоять в лагере, некоторые лагеря предоставляют Wi-Fi. У нас в нашем лагере Frozone есть специальный человек, который приезжает каждый год и вместе при помощи антенны раздает Wi-Fi для лагеря Арктики, что очень приятно. Но вообще это как бы роскошь на фестивале, ничего такого обычно у смертных нету. Вот. Дальше, тайминг на фестиваль. Что происходит там вообще? Вы будете въезжать на фестиваль, например, где-то в воскресенье или в понедельник, в любое время, которое обозначено, в любое время в течение дня или ночи, встаете лагерем или своей палаткой, и, собственно, фестиваль у вас начался. В понедельник ничего такого интересного, ну, там, специального на весь фестиваль не происходит. Вторник — это тот день, то есть все ходят в очень пышных юбках. И мальчики, и девочки. Так что если вы хотите поучаствовать в перформансе, которым занят весь фестиваль, то приобретайте себе такую пышную юбку. С четверга начинаются сожжения различных арт-инсталляций. Все можно найти в специальной книжке и посмотреть. Соответственно, в субботу сжигается человек. Это большой праздник, пик фестиваля. Все арткары, все люди приходят к человеку и радуются тому, что фестиваль на пике. Это, ну, как Новый год, отличное зрелище, прекрасное. Если у вас будет возможность залезть на арткар и смотреть на сжигание с арткара, то зрелище, конечно, потрясающее. Я вам очень рекомендую каким-то образом знакомиться с людьми с арткаров и лезть на них, чтобы было повыше, поинтересней. В воскресенье сжигается темпл, храм. Храм — это временное строение, как и человек. В течение недели туда приходят люди, которые хотят написать тем, кого с ними нету, кто ушел, какие-то слова, какие они не договорили, оставляют записочки, там, не знаю, картинки, фотографии и так далее. В итоге к концу недели весь этот храм полон какими-то воспоминаниями, светлый или очень больной горечью.
Этот храм сжигается в воскресенье. Если в субботу все было радостно и прекрасно, то в воскресенье это тихое мероприятие, никто не запускает огни, никто не радуется, никаких фейер-шоу, ничего такого нет. Все максимум, что могут сделать, это погудеть. Это вы, когда будете на фестивале, вы поймете, о чем я, вы можете вместе со всеми подхватить этот гул радостный, нерадостный. Собственно, не договорила про то, как надо вставать как ориентироваться на фестивале. Не договорила про то, как надо ориентироваться на фестивале. Вам нужно будет искать капитальные строения для своей безопасности на случай, если указатели в вашу сторону исчезнут и рядом стоящие RV также уедут. Вам надо будет искать свет или туалеты, или генераторы, или какие-нибудь арт-инсталляции, которые унести, увезти сложно или невозможно. А, Это считается капитальными строениями, и они разбираются только под конец фестиваля. Соответственно, если у вас ваша палатка, например, в двух пролетах от туалета, тогда вы можете считать, что живете рядом с капитальным строением, и даже будучи сильно не в состоянии после рейва в пятницу, вы сможете найти свою палатку. Вам понадобится велосипед с кодовым замком, чтобы путешествовать по фестивалю с кодовым замком, потому что если вы будете возиться с ключами, ну, я вам честно говорю, что это не то, чем хочется заниматься. Открывать, вскрывать замок с ключом — это не то. Соответственно, нужно привязывать свой велосипед или ну, к чему-нибудь, либо стреноживать его, то есть в плане, ну, чтобы на нем было невозможно уехать. Это делается не для того, чтобы у вас, не дай бог, его не украли, потому что велосипеды на фестивале есть у всех, но для того, чтобы на случай, не дай бог, чтобы ваш велосипед не увели никуда люди, которые перепутают ваш велосипед со своим велосипедом, чтобы вы, не дай бог, не оказались на глубокой плае без средств к передвижению. На этом я хочу закончить свой первый ролик. Задавайте вопросы или ищите ответы на ваши интересующие темы в других моих роликах. Очень была рада вам что-то рассказать. Спрашивайте, буду рада поделиться.